Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И хочу сразу поблагодарить вас, моих дорогих подписчиков, за ваш отклик, вашу душу, ваше небезразличие, за помощь и финансовую поддержку в погашении долгов. Мы смогли собрать с вами и погасить 420 тысяч. Огромное, огромное вам спасибо. Конечно же, долги еще остались. Долги по другим передержкам за 3 и за 4 месяца. Если мы вот так вместе и сплоченно могли бы держаться и дальше, если бы мы могли оплатить и другие долги, то было бы легче заниматься самими собаками и лечением некоторых. Но когда есть долги, то опускаются руки, и до лечения очередь не доходит, да и не на что. Пожалуйста, друзья, не забывайте о нас. Нам очень-очень тяжело. И одной мне не справиться. Проблемы сыплются то здесь, то там. И все одновременно. Одному человеку никак не справиться. Хотя я держалась до последнего. И вот очередная проблема. Теперь со щенками, спасенными мной еще в мае. Их взяла женщина на лето передержать, пока жила на даче. Я думала, что за лето пристроится. Оплачивала ей корм то 18 тысяч, то 25. Ведь их 7 душ. Вот вы какие уже большие все. Большие уже собачки такие все. Большие такие. Да, Галюсина? Галюсина моя. Вот такие мы уже большие собачки. Да, мы уже совсем не дети. Мы большие собачки. Финансовых кураторов у них не было. Тяжело тащить, растить, не имея финансовой поддержки. А вот сейчас эта женщина уезжает с дачи и просит их забрать. Посмотрите, какими они были в мае и какими они стали большими сейчас. Килограмм по 16-18. Они красивые, умные, рожденные в апреле этого года. Они не пристроены. Им очень нужен дом, нужна семья. Если искать передержку, то бесплатно никто их не примет, а оплачивать мне нечем. Пожалуйста, отзовитесь на финансовое кураторство. За 7 душ я должна ежемесячно оплачивать 49 тысяч. По 7 тысяч за каждого. Иначе люди уедут с дачи, и они останутся там одни. Друзья, весной я рассказывала вам о проблемах с ушами собаки Дашки, о собаке, спасенной после пожара 3 года назад, о ее ушах, которые тщетно лечили все 3 года. И вот, наконец-то, весной за 3 месяца мы их вылечили. Давайте сюда. Пошли, малыш, мы записаны с тобой. Пошли. А вот здесь ветеринарный центр. Ну ты моя девочка, пойдем. Давай, давай. Иди сюда, иди. Иди ко мне сюда. Давай, давай, давай. Ты еще не знаешь, конечно. Не знаешь. Пойдем, пойдем, пойдем. Да давай, давай, не бойся, не бойся. Я сама боюсь этих зверей. Молодец, хорошая девочка. Самая красивая девочка. Теперь посмотри. Жутчайший был отит. Да, вылечили, но на летний период. Сейчас, с наступлением холодов, все повторяется вновь. Из чего я делаю вывод, что ей жить на улице или в вольере противопоказано. Ей нельзя на холоде вообще. Это реакция на холод. Иначе все лечение бесполезно. Но мне некуда ее перевозить. Если оставить как есть, она погибнет. Гной прорывает перепонку, мембрану, и тогда чудом успели весной не дать гною уйти в головной мозг. И вот опять, и вот снова.
Полагаю, ее спасет только тепло и уход за ушами. Поддерживающая терапия проста. Если уши вылечены, то всего лишь спрей пару раз в неделю. Если квартирная передержка, то это 15 тысяч ежемесячно. Кого затронула? Это собачуля. Пожалуйста, подпишитесь на ее финкураторство. С ней надо что-то делать. Она с хорошим характером, очень спокойная, никогда никого не обидит. Дома она только тихонько лежит, счастлива, когда тишина и покой. Кошки по ней могут ходить пешком. Она золотая собака. И еще о белом песике Барри. Его ногу спасли, вылечили. Лечение обошлось в 99 тысяч. Оплатила. Спасибо всем, кто помогал ему на лечение. Остались небольшие обработки хлоргексидином. Но подтвердилась другая беда. У него эпилепсия. Нет, приступы нечастые. За месяц случился один, небольшой. Возможно, будут еще реже, не знаю. Но на прежнее место ему возвращаться нельзя. Порвут. Сородичи не понимают таких приступов, даже если он будет длиться всего 1 минуту. Что мне с ним делать? Куда его везти? Для него теперь нет передержки. Там, где он сидит сейчас, пустили на неделю до отъезда хозяйки, чтобы я быстро приняла решение. Друзья, кто может принять Барри? У кого есть отдельный, свободный хотя бы вольер или в дом? И мне также нужны на него финкураторы. А давайте вместе решим, что делать. Я не справлюсь одна с таким количеством серьезных проблем. Итак, на сегодня у меня большие проблемы по выживанию, по оплате. Первое – это с щенками. Чем их оплачивать, чтобы проситься на передержку? Время не терпит. Нужны финкураторы. Второе – это проблема с передержкой Дашки. Нужна теплая или квартирная передержка, и чтоб с лечением ушей. Кто-то готов ее взять. Или нужны финкураторы на 15 тысяч, чтобы проситься на знакомую мне передержку в квартиру. Мне тоже нужны финкураторы на 15 тысяч. И третья срочная задача – мне совсем некуда девать Барри. Его совсем некуда. Пожалуйста, примите его туда, где нет много собак, или они все под присмотром постоянным. Пожалуйста, откликнитесь, пишите мне на WhatsApp.